находится в Иссык-Кульской области. Они там, горная местность, у них там рудники находятся, где производят вот это золото. Сначала они, как бы, Акаев соглашение с ними сделал, и, естественно, это все добывалось, но в один год там произошла авария, ехала машина, груженная каким-то химикатом, и опрокинулся. Это попало, да, в реку, где живут там местные жители. И, естественно, это все, что было в огородах и в садах, начало жухнуть. И, естественно, какое-то это было, ну, опасность там умереть. В общем, против этого они сделали, надо было пить сахар. И вот им начали закупать, как бы, им помощь, они тоннами сахар, там, чай с сахаром. В общем, вот так вот. Жители вот этой области, они как бы стали против того, чтобы там вот это добывали золото. Если и добывают, то как бы большая часть, естественно, приносила доход этой республики. Ну, вообще там в связи с этим столько забастовок было. Это вредное же производство, да? Это вредное производство. Ну, там, знаешь, за счет рабочих мест только, что люди тоже держатся. Там хорошо оплачиваемая, естественно, работа. Там кто сидит на компьютере, кто непосредственно самой этой горнодобывающей, золотодобывающей отрасли. В общем, кому-то выгода, кому-то нет. А, естественно, местные жители против того, там экология нарушается, вот это все загрязняется, и поэтому они там не знают, куда сбрасывать вот эти вот отходы. А насчет этого, вот говорю, забастовки многочисленные. Они всегда чего-то требуют, и у нас всегда дороги перекрываются, и там на Иссык-Куль не проедешь, а потом снова их кто-то едет уговаривать, очередной какой-нибудь чиновник. В общем, вот так вот трясутся, снова потом начинается. Это когда как, знаешь, ближе к весне, это как говорят же все эти болезни к весне проявляются, так и народ у нас тоже к весне начинает подниматься. Ну, в общем, вот такая тенденция.